До наступления холодов совсем немного времени. Отопительный сезон в Ингушетии по графику начинается с 15 октября. В республике работают 6 котельных централизованного теплоснабжения. Они отапливают 54 многоквартирных дома и 7 социальных объектов. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ахмед Лалахоев напомнил о том, что все муниципалитеты должны заключить договора на поставку резервного топлива и иметь на руках паспорта готовности. Ростехнадзором по Республике Ингушетия с 9 сентября проведена проверка в отношении 5 муниципальных образований, имеющих централизованную систему теплоснабжения в Молдаве, Магаз, Карабулак, Назановский район и Назране. По результатам проверки было выдано 64 замечания. Среди наиболее часто встречающихся замечаний были следующие. Отсутствие актов проверки готовности, паспортов готовности отопительного периода и потребителей тепловой энергии. Отсутствие программы проведения проверки готовности к отопительному периоду. Отсутствие договоров поставки топлива, которые должны, как мы говорили, гарантировать бесперебойность поставок и поддержание установленных нормативов запаса топлива. Муниципалитеты должны устранить все замечания до начала отопительного сезона. Следующий вопрос на повестке – работа по популяризации мобильного приложения госуслуги «Дом». Через новое приложение можно платить за коммунальные услуги без комиссии, передать показания счетчика, принимать участие в общедомовых собраниях и своевременно получать уведомления по аварийной ситуации дома. Жители республики такой возможностью пользуются неохотно. Согласно представленной информации, операторной информационной системы Российской Федерации, Роспопуляризация мобильного приложения госуслуги «Дом.дом» в Республике Ингушетия за отчетный месяц только повыше составила 0,2%. Что это означает? Могу сказать по цифрам. На текущую дату у нас в госуслуге зарегистрировано 1328 человек. В соответствии с дорожной картой, которую мы подготавливали совместно с операторной информационной системой, у нас на сегодняшний день до конца этого года должно было быть 4353 человека. Призывная кампания и отбор граждан на военную службу по контракту – еще один приоритетный вопрос на совещании. На сегодняшний день продолжается работа по вручению повесток призывникам. Об итогах промежуточной работы муниципалитетов рассказал военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадаборшев. 98 повесток, из них Магаз из 287, одна повестка вручена, город Назрань из 2722, 11 повесток, Назрановский район из 3551, 4 повестки, город Молдавек из 682, 3 повестки, Молдавекский район из 2456, 30 повесток. Далее участники совещания переходят к следующему вопросу повестки – реализация национальных проектов в Ингушетии. На сегодняшний день в республике законтрактовано почти 100% средств, выделенные на реализацию проекта. По итогам последних недель по реализации 6 национальных проектов Ингушетия находится в зеленой зоне. Это у нас демография, образование, экология, безопасные дороги, малое и среднее предпринимательство и международная кооперация. Кассовое исполнение здесь по этим перечисленным 6 национальным проектам в среднем выше, чем по стране, на 15-20%. Но у нас есть еще отстающие национальные проекты. К примеру, здравоохранение, кассовое исполнение по стране 60,5%, а у нас в республике 29,70%. Небольшое отставание по жилью в городской среде. Хотя жилье городская среда, проект у нас был в зеленой зоне, сейчас он скатился в красную. В рамках повестки участники совещания также рассмотрели вопрос об утверждении проектов паспортов госпрограмм республики. Также говорили о проводимой работе по старту нового учебного процесса в введенных образовательных учреждениях. По всем ключевым вопросам Магомед Евлоев дал соответствующие поручения. Рина Цичоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.